Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы пройдем последнюю часть күйі Дәулеткерей күйі Қориғлы. Я вам покажу последнюю часть. На этом мы завершим наш күй. Так, на чем мы остановились? Мы сыграли, значит, первую часть, вторую часть сага. Теперь у нас вторая сага идет. То есть мы остановились вот на этом месте, да? Сыграю то, что мы играли на том уроке, и продолжу то, что мы сегодня будем проходить. Завершается наш күй. Значит, смотрите, последняя часть у нас то же самое, как вот первый раз мы играли сага, да, только немножко есть изменения. То есть, ну, вот на открытой струне ашық шекте ничего, вот, ештеңе баспаймыз, ешқандай пернені тек қана ұстаймыз, иә. Домбыраның мойнын міндетті түрде бас бармақ және сұқ саусақпен ұстап тұрамыз. Енді қараңыздар, ашық шекте осындай қағыс бар. На открытой струне мы играем вот такие штрихи. Раз, два, три. То есть, смотрите, раз, два, три, да? На три мы завершаем. То есть, как первый раз мы играли. Теперь, смотрите, обратно таки дальше играем. Повторяем, как первый раз. Точно так же. Вот получается, это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Около 12 перне, или можно сказать вот на пятой точке, да, если считать по этим белым точкам, то это у нас белая, пятая точка, вот она. Вот на этой пятой точке мы сначала играем вниз, затем мы нажимаем и бас бармақ, и вторым пальцем на 12 перне, и затем будет у нас и кагаз. Вот так вот. Еще раз. Это, в принципе, мы проходили уже на том уроке, но я еще раз продублирую, да. Вниз. Затем, это кроме того, что мы играем, теперь после мы играем открыто, затем зажимаем, нажимаем на 12 перне и первым пальцем нажимаем на 10 перне. При этом бас бармақ у нас остается на 12. Еще раз смотрите. Да? Затем обратно, вторым пальцем нажимаем на 12 перне и смотрите дальше. На каждый счет по 2, да, раз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, открываем. Смотрите. Обратно нажали. Открываем. Понятно, да? Еще раз смотрите. Открыто. Нажимаем. 10 перне, 12 перне. Обратно открыли. И то же самое с открытой струны мы повторяем. Теперь это как у нас звучит, когда два раза мы повторяем. Смотрите. Вот так вот два раза. Затем, смотрите, мы обратно таки зажимаем, нажимаем на 12 перне бас бармақ и 12, вторым пальцем на 12 перне, да? И теперь на каждую ноту, на каждой перне играем по 2 кагаз вниз, вверх. Раз, два. Затем на 14 перне нажимаем третьим, четвертым пальцем. Да, вот так вот. Получается у нас 12 два раза, 14 два раза, обратно 12 два раза. Затем переходим на 10 перне третьим, четвертым пальцем. Потом на 8 перне первый и бас бармақ. Вот бас бармақ и первый. Это у нас 8 перне. Тоже два раза. И потом на 7 перне нажимаем также третьим, четвертым.
затем на пятой перне первый бас-бармак. И обратно возвращаемся на седьмой перне, но уже один кагыз. И как у нас это все получилось? Первый раз у нас все было по одному кагызу, да, вот так было? А теперь у нас на каждой перне просто дублируется по два звука. Это все у нас сага, второй сага считается. Теперь я вам сыграю как с проигрыша, да? Вот так вот. Это у нас получается второй сага. Вот мы сыграли. Это у нас средний темп, он вообще играется еще быстрее, да? Вот мы остановились, пауза. Затем мы обратно такие повторяем вот эту часть. Вы это уже ее на прошлом уроке проходили мы ее. Вот до сюда все точно так же повторяется, и у нас есть немножко изменения в концовке, да? Так, еще раз давайте покажу, как это все повторилось. Затем, вот до сюда мы дошли, затем, смотрите, на третьей перне мы переходим. Если до этого мы нажимали третьим, четвертым пальцем, то теперь в конце мы нажимаем на третьей перне бас-бармак и второй палец на третьей перне параллельно, да? Такой же кагыз. Затем на пятой перне переходим мы третьим, четвертым пальцем, такой же кагыз. Обратно на третьей перне второй бас-бармак, первой перне первый палец и бас-бармак. Вот так получилось, смотрите. Третий, пятый, третий, первый. Да? То есть теперь мы немножко изменили, да, то есть немножко расширили. Третий, пятый, третьим, четвертым, третий, вторым бас-бармак, первый перне, первый палец бас-бармак. Дальше, смотрите, открываем, ничего не нажимаем, да? Точно так же как сыграем. Потом сверху на верхней струне бас-бармак пен нажимаем на первой перне. Потом третий. Так же, да, все, точно такой же кагыз, только меняется пернелер, да? Вот дошли мы до пятого перне, только сверху. На нижней струне у нас ничего не нажимается, да? Только играем на верхней струне, последний. Еще раз. Пятый. Затем, смотрите, кагыз у нас в конце вот так меняется. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Вот так вот правильно будет. Раз, два, три, четыре. То есть последний. После того, как мы сыграли, да, то есть бас-бармак поставили на пятой перне, после него еще 4 кагыз вниз. Раз, два, три, 4. Вот так вот правильно будет. То есть то же самое, вот штрихи сыграли, раз. Сыграли, теперь после этого раз, два, три, 4. И
этим у нас завершается наш ки. Так, еще раз повторю, после сагана, который мы играли. Теперь соединю то, что мы сегодня прошли. Вот так вот завершился наш ки Курегла. Надеюсь, вам понравилось. Он, в принципе, не сложный. Все части, в принципе, повторяются, но есть небольшие изменения. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, была полезна. Пишите в комментарии ваши отзывы. Если вам что-то непонятно, также можете написать. Буду это все обязательно учитывать и в дальнейшем исправлять. Всем спасибо, до свидания. Сау болыңыздар.